Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортивная арена». Этот день мы проведем на тренировке по баскетболу. Да, именно по баскетболу. Этот вид спорта в последнее время активно развивается у нас в республике. Сегодня мы примем участие в тренировке одной из команды из Назрани. Они уже на площадке. Нам лишь остается переодеться и присоединиться к ним. А пока мы переодеваемся, немного истории о баскетболе. Первые упоминания о баскетболе уходят глубоко корнями в историю. Одна площадка, похожая на баскетбольную, была найдена в Мексике и относится к периоду первого тысячелетия до нашей эры. У индейцев майя похожую игру называли пок-та-пок. Майя рассматривала ее как модель космоса. Движение мяча по полю напоминало им перемещение планет во Вселенной. Команде необходимо было забить мяч, который был изготовлен из каучука и весивший до 4 кг кольцо, сделанное из камня и расположенное вертикально в стене. В России же о баскетболе узнали от русского пропагандиста физической культуры и спорта Георгия Дюперона в 1901 году в Санкт-Петербурге. А в 1906 году были проведены первые матчи. И уже в СССР баскетбол занял одно из лидирующих спортивных мероприятий. Мы переоделись, готовы приступить к самой главной фазе всей тренировки – это разминки. Разминка в баскетболе – это то, с чего начинается как тренировка, так и непосредственно игра. Ее важность заключается в том, что правильно выполненная разминка позволит вам показать максимум своих физических возможностей, а также избежать множества серьезных травм. Баскетбольная разминка предусматривает подготовку тела спортсмена к выполнению определенных нагрузок. Если органы человека долго бездействуют, они расслабляются и способны выполнить лишь небольшой объем работ. Сейчас мы отрабатываем броски на точность со средней и дальней дистанции. Тренировка или игра предусматривает повышенную нагрузку на тело, следовательно, необходимо произвести определенные действия и подготовиться таким образом к большому объему работ по сравнению с обычным ритмом. Разминка в баскетболе как раз и позволяет привести себя в тонус для выполнения резких, высококоординированных и порой опасных движений. Во время разминки повышается температура тела, учащается дыхание, что позволяет большому количеству кислорода проникнуть в мышцы. В результате улучшается работоспособность определенных мышц и связок, а также повышается общий тонус организма, благодаря стимуляции головного мозга. Баскетбол является одной из самых популярных игр современности и ненамного уступает даже футболу. И хотя большинство мальчиков все же хотят стать футболистами, игра в баскетбол тоже многим интересна, и крупные матчи собирают целые стадионы болельщиков. Правда, стоит отметить, что в первую очередь баскетбол развит за океаном, в то время как в России он не сильно популярен. Однако в некоторых школах Республики Ингушетия появляются секции, посвященные этому спорту. Играл в Казахстане, там, наверное, уровень баскетбола немного выше, если не сказать больше. И все же, вот как ты оценишь своих партнеров, их класс, их мастерство, и какие у них перспективы вообще? Ну, перспективы есть, ребята очень стараются, и я скажу, не уступает многим игрокам с тех же городов, также Владикавказа и других очень. Также ездили на соревнования и занимали первые места и вторые места, то есть уровень игры есть. При, так сказать, должной поддержке правительства, думаю, баскетбол будет развиваться только вверх. Существуют разные мнения относительно того, с какого возраста ребенку лучше начать заниматься баскетболом. Большинство специалистов считает, что именно в 8-10 лет ребенок может освоить основу баскетбольной техники, то есть тот фундамент, на котором будет строиться будущая работа по воспитанию выдающегося игрока. Впрочем, уже с 1 класса можно начинать профессионально заниматься, а в более раннем возрасте просто осваивать технику обращения с мячом и тренировать броски. Заниматься баскетболом можно с любого возраста, главное, что координация движения уже была поставлена в норму. Все могут спокойно бегать и держать мяч. В принципе, нормальный возраст это 6-7 лет, чтобы уже кости и мышцы привыкали к нагрузкам и начинали расти, так как в баскетболе главное рост.
Перед тем, как отдать ребенка в секцию баскетбола, необходимо пройти с ним врачебную комиссию, обратив особое внимание на состояние костно-мышечной системы, позвоночника, суставов, особенно голеностопов и кистей. Если есть отклонения от нормы, лучше выбрать другой вид спорта, так как вывихи и подвывихи у суставов – основные травмы баскетболистов. Спорт объединяет людей разных профессий, не исключением и баскетбол. На этой площадке собираются любители этого вида спорта разных возрастов и всех уголков Ингушетии. С этими ребятами ты давно играешь? С ними я познакомился в 2010 году. Так, я раньше играл в Казахстане. И, когда я приехал сюда, я не смог найти никакой секции, никакой сборной. И познакомился с ними ВКонтакте. Ребята сказали, что они занимаются. Так и познакомились, пришли. То есть можно сказать, что благодаря баскетболу ты нашел новых друзей? Новых да, можно знакомых? так сказать, потому что когда я приехал, у меня знакомых не было, а так я познакомился с хорошими ребятами. То есть в этом смысле баскетбол, как и другие виды спорта, он объединяет людей? Конечно, как и любой другой вид спорта, баскетбол объединяет, дает новые знакомства, новые цели, новые достижения. Успех профессионального спорта напрямую связан с достижениями спорта массового. Только что закончилась первая игра и началась вторая. Как вы видите, желающих очень много, и поэтому игрокам пришлось разделиться на 3 команды. Эти ребята играют вместе совсем недавно, но уже успели заявить о себе. На прошедшем прошлом году Всероссийском спортивном фестивале они стали серебряными призерами. А теперь время для фирменных бросков. Ислам продемонстрирует нам парочку своих любимых. Ислам, как давно ты занимаешься баскетболом? Около 7 лет. Вот что тебе нравится больше всего в этом виде спорта? Его активность. То, что вид спорта очень подвижный. Ну и вот те броски, которые ты показал, ты как учился, потому что там нужно и координация, и движение. Со временем учился, смотрел, как играют зарубежные игроки. Пытался. А самый юный баскетболист, хоть пока не научился бросать из-под кольца, с дальней и средней дистанции попадает на зависть всем. Сейчас я попробую взять интервью у самого юного баскетболиста на этой площадке и задам ему несколько вопросов. Ибрагим, как давно ты занимаешься баскетболом? Баскетболом я уже занимаюсь 3 года. В школе и в свободное время играю здесь. А кто тебя привел на секцию баскетбола? Секцию баскетбола был старший брат после школы. Я очень полюбил баскетбол. У тебя какие в будущем планы стоят по баскетболу? Ну, я хочу стать профессиональным баскетболистом. Желаю тебе удачи. Молодец. Это был самый юный баскетболист на этой площадке, как видите, на всей тренировке, на протяжении всей тренировки он забивал и 3-очковые, и 2-очковые, поэтому я уверен, что в будущем из него вырастет очень хороший и профессиональный баскетболист. Любой, кто проявляет интерес к баскетболу, может прийти на эту площадку и проверить свои силы в этом виде спорта.